Вот так вот. Прум. Такой красавчик. Номер 2. Сейчас пошью. Пока можете задавать вопросы. Вопросы можете задавать. Коли не трудно вам. Затупили совсем. Работнички. Шила. Намыла. Второй ножик шью. Номер 2. Номер 2. Номер 2. Длина клинка 13. Сталь Эльмас. Тот самый. Третий день жара. Никогда загорать. Работа уйма. А? Не мне, оказывается. Хороший ножик, хороший ножик. Ну чё, дорогие мои, на данный момент 18 участников. Всего 18, надо сказать, участников. Так что надо сказать, народу немного. Так что шансов много. Потихонечку шью. Второй лотик. Первый в бычьем хвосте. Второй в кожаных ножнах. Тегет. Ну, если нет у народа вопросов, смотрите, как делается второй ножик. Так. Вот так. Тут главное проследить расстояние между ними.
чтобы желательно было ровно. Тогда получится красивый вид. И держать будет такие ножны хорошо. Как известно, в кожаных ножнах более практичнее. Не надо мазать там, не надо ничего делать. Использовал, сунул, дальше дошел. А вот с брючим хвостом такого не будет. Надо периодически мазать, чтобы она не треснула. Но самый большой плюс там аутентичность. Настоящий якутский. Вот. И еще одним плюсом является то, что она в ножнах держится на плаву. Вот. Вот кожаных нет. Тютю. То нет. Но в последнее время сейчас и думаю, и самым практичным ножом ножик, который является, вешается на шее. Шейник называется. Очень удобно. Ножик всегда теплее, сухости. Да и ремня не надо. Где-нибудь там в сапогах засунуть, чего-нибудь. Такого нет. Всегда здесь. Пощупал ножик, достал, использовал, почистил и обратно. Но грудь у человека не такая уж большая, чтобы носить на шее 15-16 сантиметровой длины ножей неудобно. Там 12, 10, 8. Вот такие ножики. Не только красиво смотрятся, но не мешают. Вообще не мешает. Тем самым очень удобно. Как в фильме «Маугли». На шее висит, достал, использовал. Все. Вот на днях, надеюсь, закончу один такой ножик. Вот. Посмотрим. Человек наказал. Вот. Посмотрим, как оно сидит. Да, по мне очень удобно. Многие носят на подрантой шее. Ремень надо обязательно. Некоторые, не некоторые, а многие ремни носят. Вот поэтому на лямках там закрепляют
Например, вот таких лямочках. Просто веревочка делает, лямка лац, и твой дорогой якутский ножик где-то упал. А если упала, то трудно найти. Но все равно придется искать. И есть одно неписанный закон, который многие не знают. Хочу предупредить. Нашел ножик, который на хозяина наводит. Это твой ножик, но лежит вот так. Ты не должен в таком моменте брать. Должен войти ножик и взять тыльной стороны, там где рукоять. Все. А если случайно от радости, вай, нашел, так держал, это к беде. Проверено мною, и это очень опасно. Не только порезитесь, и не исключено, что именно этим ножом, но и стяжу. Это очень плохо, сулит беду. Так что будьте бдительны, лучше не теряйте. Если так уж вышло, потеряли. Нашли, слава богу. И тогда запомните мои слова. Если даже он лежит кончиком в земле, острием, то все равно надо опасаться. Это не значит, что можете пострадать. И не значит, он лежал так, а не так. Это уже получается отговорки. Ну, как известно, в якутском ноже якутский нож имеет дух. Ну и он же не виноват, что хозяин у него растяпа. Он не виноват, что он из-за халатного отношения упал. Вот так вот. То есть, если ножик даже вот в таком положении лежит, или вот в таком, на себя никогда не нужно брать. Если кончик даже в ножнах, без ножен, без разницы. Так лежит, не взяли, не повернули, руками не трогая, обошли тыльной стороной, взял, прикрепил конкретно, чтобы не упал. И все. Тогда дух ножа не обидится, ничего не случится. И такие ситуации часто происходят. Вот, это не секрет. Особенно осенью на охоте на Сахатова. Обычно там неделю-другую уже ничего не добывают, нервничают, даже собаки нервничают, дерутся и так далее. Вот. И в таком моменте это не выдумки, это действительно так. Начинают теряться ножи. Теперь
Сначала один ножик другого человека, в следующий раз другого человека. Так эти все буквально теряют. Независимо от какого-то мастера, независимо какой нож. Но если ты в тайге, в лесу без ножа, что тебе остается делать? Идти домой. А вот почему теряются ножи? Как они умудряются упасть, пропасть, то есть. Таким образом, дух охоты Баянай говорит, предупреждает: уважаемый охотник, в этом году, увы, я вам не дам. Уходите домой и так далее. Но многие охотники никуда не спешат. Должны добить, сотни километров ходят и так далее. Но все, нету. Это уже не дух ножа, это уже Баянай. Такие случаи бывали. Вот, потом приходит, отменяет лямку, конский волос такой-то такой, упал этот, второй упал. Вот, заказывает из кожи, все равно пропадает. И потом он понимает, почему только у меня исчезают мои ножи, почему так, почему так. На самом деле тут нож ни при чем. Это хозяин слишком такой, нельзя сказать жадным, но он должен иметь все. Добыл одну, нет, мне мало, 10 надо. Вот такие предупреждает сам Баянай. Итак, представляю второй ножик. Сейчас конским волосом отведу. Как я раньше сказал, сталь Эльмакс. 12 с половиной, клеймо мастера, кованый дол, прямой спуск. И дол тут не очень тонкий. Жестковато, но двигается. Это, ребята, второй лот. Второй лот. Для определения хозяина осталась неделя. 7 дней всего. Вот так вот. Участников всего 18. Из этих 18 участников 3 участника, 2 участника заберут по одной. Вот. Или все 2 в одного человека пойдут, как в тот раз, которое было очень-очень никогда в моей практике. Вот. А третий ножик, нет, третий билетик уже, как я ранее сказал, на следующий лот пойдет тот, который номер билета, сколько бы он ни приобрел, все пойдут на следующий розыгрыш, на июльский. И у нас, ребята, ну вот, как разгон 20-го тоже будет. Суббота. Суббота. Вот так вот. Так что, если ножик потеряли на природе, не расстраивайтесь, вспоминайте, походите, желательно находите. Вот, если не буду, если не глубокий овраг, найдется. Вот. Но если найдется, запомните мои слова, кончиком не брать. Если случайно брали, потом положили, это не считается. Раз уже сделано, то делаем. Помните мои слова, ребята. Это не случайно, но выходит, что так. Упал, нашел даже своего. Потом
из этого, но все-таки ножа погибали. Было такое, было. Неправильно говорят те люди, которые говорят, учитесь на чужих ошибках. Это правильно говорят. Ножик вещь серьезная, опасная. Тем более якутский нож имеет дух. Вот этот дух я проучить. Вот. Чтобы проучить, не надо носить на лямках, не надо носить так. Зачем мне такой хозяин? Вот и исчезает. А мои ножи не дешевые, сами знаете. Ушиб большой. Так что надо обращаться очень аккуратно. Никогда не забывать, что на природе. На природе человек обычно расслабляется. Там приехал, праздники. Вот. А потом уже куда она подевалась, где она, не помню. Вот это самое обидное. Тем более заказали, тем более столько ждали. И вот на тебе исчез. Это плохо. Минимум. Минимум. Но хорошим манерам всех не научишь. Вот предупреждать никогда не поздно. Если человек предупрежден, то он, как известно, вооружен. Теперь он знает, как взять потерянный ножик. Теперь он знает, где будет пытаться, будет чуть внимательнее. Не только своим, но и чужим изделием, предметом. Но почему-то сотовый телефон теряется чаще, чем ножик. Но вообще-то мы его носим везде, каждый день. Но все-таки умудряемся терять. Вот так вот. О! 23-4 минуты. Второй лот готов. Первый 14,5 ножик. Второй ножик тоже темным. 12,5. Два ножа, ребята, по 500 рубликов. Приобретайте билетики. Через неделю узнаем, кто победитель. И вытянем третий билет. Тот билет будет участвовать в июньском. Автоматически переходит, независимо сколько там было приобретено. Вот, так что, ребята, дерзайте, не упустите Шанекс. Именно Шанекс. И вот среди этих 18 участников уже те люди, которые участвуют всегда. Они не унывают, молодцы ребята. И каждый из вас знает, куда идут средства. Вон в районе этого. Вот.
И в этой неделе, к сожалению, не получится. В следующей неделе уже метальчик закуплю. Вот, чуть-чуть накопится в то время. Я хочу уже метальчик привезти домой. Вот, потихонечку посмотрим, что да как пойдет. Найти бы хорошего шварщика, чтобы он там самостоятельно работал. А я тут поработаю. Так, раз, два, три, 4, 5 ножей готово. Конские волосы оттяну. Сегодня, надеюсь, получится или нет. Ну, посмотрю. Оправлю сегодня. Коли не верите, покажу. Вот еще не заделан. Вот один готовый. Вот второй. И третий. Ветерок. Вот. И в процессе изготовления сейчас в данный момент отопления нету, поэтому сохнут они медленно. Вот. Но обтягивается очень красиво и получается очень тонко. Работа кропотливая, но качество требует свое время. Вот. Так что, ребята, надо сказать, процесс идет. Вот. Мне только надо посмотреть блокнотик, куда кому. И обзорчик сделаю. И отправлю. Итак, 18 участников. Билеты по 500. Рекорд 10. Но по всей вероятности это не билет, а оплата по частям. Вот. Человек оплатил ножик по частям. Оплачивает, вернее. Вот. Так что рекорда такого и не доказывается. Вот. Все у меня. Поработаю.